И все это дозволило ему не только познать, спознать, наведаться про христианские коштовности, але по-сапраўднаму полюбить гэтыя коштовности и нести их на свое жыццё. Так, в его творчестве мы сустракаемся с тем, что сапраўдным верующим человеком и про свои верши он спробовал пронести такую думку, хоть, может, и позднее уже жил в вельми складанные часы, когда это было не модно, это было не популярно. Але мы не заўважалі у ім нейкага такого, може, великого бунту, супротиву, такого протесту. Так, він виражав свої думки, але так, як ми себе почули з уст на початку Ксенза-Пробашка, який сказав, був юбілей поэта. Сапраўды, коли ми маємо такі юбілеї, 50-ліття, наприклад, ну ми відзначаємо такі юбілеї, правда? Навіть просто случайно, подивіться руку, хто відзначає кожен год день народження. Ну, принаймні, як-нибудь, тут торт съедим там, или что-нибудь, означает его. Ну, большая подняла руку, а іншие не подняли, потому что не смелые. Я не понимаю, что ну, это означает. Когда это есть юбилей, мы означаем его больше широко, нас приходят, нас меньшуют, может так, сопроводные в этом зеленчике, полные комплименты. Ну, и для поэта, для песняра, такие юбилеи, он был бы сопроводный, такое можно натхнение до дальнейшей творчести, до дальнейшего деяния, але забороняется отзначить этот юбилей. Тому, что в его творчестве присутствуют христианские мотивы, а было указание, как присутствуют атеистичные. Мы снова зауважаем, именно то, про что сегодня говорит нам другие слова. Ладовность, покора, супокою сердца. Так, мы пробываем, так, тяжкость, так, складанность. Не обов'язково виглядати може одразу так явно, коли явно виглядає, може навіть легче. Коли, наприклад, я особисто читаю житті святих мучеників, які віддавали життя за віру, коли справді їх там забивали, коли, може, їх катували, но може було відомо, що вони проявляли героїчність, мужність, тому що вже було явно, було бачно, і Дух Божий, напевно, їм давав силу. Я буду молиться до ясного сонника, несчастных зимой согревать сиротин, приверно безбожных гуляющих гонниках, частей заглядать до темных хатин. Я буду молиться до хмару взрывотом, что дети над нами гуляют не раз, ковжак городом имели бедоты, городов, городов не ссылали под час. Я буду молиться до сурок и жариться, что гасит себе надто частые, бо чув, як якая з неба з їх звалиться, з життя хтось сиходить на вічні сни. Я буду молиться до Нивы усей силой, коплевшей уродой платила за труд, сбогатила сельскую хату похилую, надеясь добытыми убачил наш люд. Я буду молиться и сердцем, и думанием. Распетую буду молиться душой, копченые доли с метелицей шумами не были над родной землей, надо мной. Як свет велик, Христос воскрес, к Тебе, о Боже, и я у день эту просьбу шлю. Хай Беларусь, моя сторонка, у воскресне к вольному життю. Так. І наступний вірш, это, напевно, хтось з вас ходив так, не тільки на коляду, але й на Великдень у Волочобники. Ось, як це відбувалося раніше, нам повинен хтось прочитати. А ви тут. Волочобники. Великий день с великою надеей. Лет 1000 со две тому уже будет, як лишь меж людьми то гасне, то яснее, и только шторх вядуть, б'ючися в груді,
священным именем Яго. А люди гудят звоны, гулметный преться до небес, да волочебников припев «Христос воскрес». 1914 год. І далей будзе верш святы Андрэй Баболя. Гэта такі апостол Полесся, да которага цяпер моліцца ўся Беларусь, і яму Купала прысвяціў сваю паэму. Запрашаю таксама 3 чалавекі. Ёсць. Я из парафии. Зовут меня Юзефа. Я буду читать верш про святого Андрея Баболя. Там, где Припять, рака по песку гонит воды, серед багров и пушок полезских, там Баболя святый душам нес осолоту, жил, учил веры Божией небеской. С той поры лет безликую на память скосила. Много лет, много зим проминула, ни одна зашла при могиле могила, шмат шагов не ведь опыта. Меня зовут Светлана, я приехала на Закарпатье, и я сижу привожу веточки, и дорогу приходят священники, я даже понимала, что это. И дякую Богу, вам, кветки, за этой кветки, что собрали вы для Купалы поэта, да благослови вас Боже за это. Я хотела прочитать верш Купалы, и он 50-й мной прочитал, я перечитала, правда, по 10 секунд. Я думаю, трошки 4 роки назад, часом. І він огромний верш, верш міста Палестину, шмат своїх вершів, 50 темат. Вот. І я зараз думаю, що дякую всіх тих людей, які прочитали тут верші. Мені вдалося їх вспомнити, це приємно. І я прочитаю такі верші, які ніхто ніколи не прочитає. Це антисоптом. А мне знаете, что я не могу вспомнить себе, кого я написала, можно сболтаться. На нашем хитром свете вселяк живе народ. Один живет по-людски, другие живет скот. И нам тут не смеяться, и правды не сказать. Ворон на свете много, да некому стрелять. Один другим гандлюете, купляете приказ, подноски подпеваете, стоячего не раз. И я тут не смеяться, и правды не сказать. Ворон на свете много, да некому стрелять. 8 сел, служебник служка Божий. И он наручает людям, кому костер хватит, как не гроши идут, как где он морячонки, не бегают чужие, как бедным помогают, а сам, ну Бог и зимний. И я тут не смеяться, и правды не сказать, ворон на свете много, да некому стрелять. Гвоздь доктор, пар, ложный, ляга, мужчин кабинет, вяде убогих хворых в особный кабинет. Пукнул, послушал трошки, ты кажа, рубля дать. А сам я был студентом и шел бедным помогать. И я тут не смеяться и правды не казать. Ворон на свете много, да некому стрелять. Ну, пробачьте, это такие крылья, ты говоришь, довольно недолго. И я говорила, что
Ну, я читала я разные сценарии свои, и шмат чего доброго можно было взять в литературе. Во-первых, я знаю, что эта поэма получается с Павлом Богом, житёжно связано, получается и ущербные, святые, получается там, все про католическое житие. Ну, Павел, какой потому что они не просто уже платили. А тут
Ты моя, чернобровая моя, ты так добро танцуешь, таровички не псуешь, ты так добро танцуешь, таровички не псуешь. На небо, танцуй, хорошенька, отвори наружу, дай, мы поедем в другой край, отвори наружу, дай, мы поедем в другой Свой, тутейший, чого хочеш, долі, лепшай, якої долі, хліба, солі, чого болі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі. Де народився, Своей вёсы, де хрестився, при дорожці, чим отвенчан, кров'ю, потом, чим быть хочеш, не быть скотом, кров'ю, потом, не быть скотом, кров'ю, потом, не быть скотом. Свой, тутейший, чого хочеш, долі, лепшай, якої долі, хліба, солі, чого болі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі, кров'ю, потом, не быть скотом, хліба, солі, землі, волі, кров'ю, потом, не быть скотом, 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 не быть скотом. Чужидівки, як ягодки, як рожовий квят. А мне моя швеля зав'язала свят. А я еду в Україну, жонку шукать. А я еду в Україну, жонку шукать. Україну я
объехал, а жонки ж не знайшов. А із поворотом його братно к Шебелині я прийшов. Запрягайте, хлопці, коні ворони, доганяйте моє літо молоде. Як догнали моє літо на новому мості, вернитеся, моє літо, до мене в гості. А як нам же вернутися до тебе в гості? Треба ж було ж навати до молодості. Ха! Нешта хутка ўсё скончылось. А, слухай, ты, я так памятаю, там объектив одразу поменял. Посеред репортажа. Да, бывает. Надо себя заснять. А, молодец, стал себя снимать. А то раньше не снимал. Ранее. Молодец. Нормально. Что хутка все А закончилось. тут написано HD, он не снимает 4К? Нет, конечно. А вот эта твоя штука 4К написана? Наши избирайтесь, а Понятки, выходите вперед! Выходите вперед, вас не видно. Давайте, давайте. Так, между клиентом, здесь семья клиента. Не хотят выходить? Давайте кузенька. Да, Глядывайте сюда, снимаю. Снимаю, внимание. Давайте, давайте. Снимаю, раз, два, три. Так, вперед, подождите еще. Давайте теперь все подыходите. И все, кто хочет, подходите. Огульный сдымок. Агилёв, пошлите. Пожалуйста, внизу становитесь. Таня. Ира. Катя.